Ребятки, всем привет! Сегодня у нас 23 декабря. Почему-то хорошо помню дату, потому что вчера у Юрия день рождения было, 22-го. В общем, вчера ребята так по-домашнему посидели. А сегодня суббота, выходные. На рыбалку мы в выходные не ездим, я уже 1000 раз вам говорил. Сегодня у нас, ребята, очередные вкусняшки. И сегодня подведение итогов, так скажем, и новогодний конкурс. В общем, ребята, сегодня у нас новогодняя кухня, предпраздничная, с конкурсом. Пока я мотался по озерам, ребята, искал щуку, Лариса Юрьевна вот поймала, смотрите кого. Отдала судака. Ну, если честно, ребят, судака мы приобрели. У нас с судаком очень-очень печально. А рыба в нашей реке она есть, но ее очень-очень мало, ребята, и она прям редкая-редкая. Но за свою рыболовную карьеру я ловил она на раз 5. Один раз мы поймали с Илюхой, еще помню, хорошего такого килограмма на 4. Такие эмоции были непонятные, в общем, ребята. Сейчас ставлю кадры. Ребята, круто. Пацак бери. Подмотаю. Чуть-чуть подмотаю. Да пацак бери, говорю, уже сейчас достаю. Доставать буду. Все равно обрывчики дали. Ох, там мать, слышь. Да? Вообще мать. Я не вижу. Сейчас подумать. Не торопись. Сейчас подумать, братан, буду. О, нихуя! Судак. Судак, нихуя, смотри. Мамаша, смотри. Смотри. Тут, блядь, четверами. Смотри. Разорвал. Не ори, бля, ёпта, брат. Вот он мой трофишка-то, ёпта мать. Взял я клыкастого в этом сезоне. Я знал, что тут будет. Ты аккуратно. Ты давай сейчас, я мотыльнет тебя Да нахуй. тихо. Вместе с лодкой, блядь. Ох, красавец. Клыкастый хапнул. Есть. Держи. Да тихо, да не трогай, у меня же. Ему. Не надо, успокойся. Да, смотри какой. За 2, наверное, брат. Смотри, Да какой. тут 4 минимум, какой 2, ты че? Я тут говорю, тут живут вот эти дураки, я знаю. Сравни, какой тут 2, блядь. Там питон. Блин, ну этот трофей вообще достойный, блин. У нас-то Ты крепко держи. черный, блин. Смотри, клыкастый. Это не берж судак. Зубы вон клыки. Ты давай этот, расчехляй побыстрее, кто-то вон, видишь, подплывает. Блин, ну он хорошо дал, блин, слышь. А, ты, да? Отлично дал, блин. Прям дал так дал, блин. Ох, тут опасно. Ё-моё, огонь. Это Ребят, дождались трофейка-то, вот он. Блин, у нас редкость вообще по судаку, конечно. Вот это самый настоящий. Черный, смотри, ямочный. Это пахнет даже по-своему, понял? Да, ребят, килограмма 4 вот такая машинка попалась. Взял на воблер. Блин, ну, конечно, борьба вообще. Забегаю, ребята, вперед. У меня в этом сезоне, ну, точнее, в новом году уже предстоит именно рыбалка по судаку. Я отправляюсь в гости. Но это, ребята, это потом. А сейчас у нас, ребят, подготовка. Юрьевна, поздоровайся хоть. Здравствуйте. Что сегодня у нас? Какое блюдо с судака? Блин, ребят, смотрите, два красавца. Сколько ты, Ларис, говорила? Кило 700, да? Да. И кило 600, да, там один? Ну да. В общем, полторашечки, ребята, уже почищенные и потрошенные. 2 красавца судачка, свежих, вот, недавно нам привезли. Охлажденные, да. И что мы будем сегодня готовить? Понятное дело, ребята, наш многолюбимый, уже уважаемый автоклав Фэнсел Мини. Закатаем опять 10 баночек. Да. Я так понимаю, что-то будет вкусное. Уху сделаем мы уже готовую с картошкой. Традиционную, да? Нет, она будет у нас по-фински. А, по-фински? Ну, то есть она будет уже со сливками. Угу. Но с бульоном все нормально. То есть открыл и съел полноценный суп. В общем, ребят, делали каши, делали кучу различной рыбы. Все, что у нас ловится здесь, практически мы все заготовили. Ну, я имею в виду, что трофейные езя мы готовили, щуку мы готовили, лещей, налимов. Все, ребята, мы готовили. Вот это судак, которого у нас не достать, так скажем, тоже решили попробовать. Я знаю, что судак очень вкусный. И, в общем, готовая уха, ребята, в баночках получается. Ну,
томатах мы делали различную, там, не знаю, консервы. А это прям будет готовая уха, не знаю, я, конечно, первый раз видел, но, в принципе, почему бы нет, да? Ну, Получается, открываешь баночку, разогреваешь, и у тебя готовая уха уже, да? ну да, в принципе, финскую уху делают из красной рыбы, то есть семга, форель. А мы вот решили сделать из судака, потому что судак, он тоже жирный, он очень вкусный. Так что решили из него попробовать. Все, ребят, пока идет у нас подготовка овощей. Изначально, ребят, хотели мы зажарить, сделать зажарку, ну, лук, морковку поджарить, ну а потом уха же должна быть традиционной, соответственно, не будем, ребята. Картошка у нас тоже добавляется, хотя многие сторонники говорят, что это уже не уха, а рыбный суп, куча овощей пошло. В ухе должно быть только лук, грубо говоря, и рыба там, и бульон. Но это пускай делают те, кто как хотят, как говорится, а мы сделаем, как мы любим, как нам нравится. Ну, конечно. Картошку, ребят, нарезаем, лук нарезаем. Кубиками все. Все кубиками, морковочку. Опять же, все на глаз, примерно штук десяток картошин. Там 3-4 морковки и там 2-3 луковицы. Ребята, сделали ревизию по банкам. У нас опять все закончилось, короче, что-то надыбали, и у нас мы решили посмотреть, так как автоклав Фенсал Мини на 10 полулитровых банок, мы приложили 0,7, да, Ларис, баночку? 780, наверное. 780 и 0,5, и у нас как будто бы залазит. В общем, ребята, попробуем сделать 5 банок 780 На 2 персоны. на 2 персоны, и на 500 получается 5 банок на 1 персону. В общем, как-то так. Многие вопросы задают, что делаете, куда уходит. Да блин, ребята, я что-то на рыбалку забираю, что-то гостям, кто-то приезжает, я угощаю. И бывает даже дома мы уже готовили, да? Просто Да. не было времени, взяли, открыли, там разогрели или что-то добавили. Так это удобно. Да, это очень удобно, ребята, на самом деле. Ну и круто, круто. Так что, Студентам хорошо. ну да, Пришел, вообще. открыл. Да, у кого есть студенты, ребята, прям незаменимая тема. Да. Ну и уже сам понимаешь, что там, своя рыбка, своя картошечка, уже не то, как бы, которое в магазинах продается. Здесь уже все натурально, тем более картошка своя, морковка своя, даже овощи, ребят, не покупные, а все свое. Овощи, ребята, порублены, нарезаны. Ну, пошло дело. Рыбейка наша, судачок. Частенько вы, Лариса Юрьевна, судачка разделывали, нет? Нет, Наверное, раза 2-3, да, всего. не приходилось. Ну, сколько и ловили, получается. Ребят, смотрите, мы не просто так будем нарезать рыбу. Естественно, голова у нас туда не пойдет, хвост туда не пойдет, плавнички, брюшки не пойдут. Это, ребята, мы отварим и сделаем бульон. Да, бульон добавим. Ушиный бульон. И уже, ребята, остатки бульона, вот то, что мы разложим, рыбу, овощи, и зальем, ребята, бульончиком вместе со сливками. Ну, бульон у нас у ухи будет присутствовать. Сейчас, в данный момент, ребята, отделяем голову, отделяем хвост. Судачки у нас уже потрошенные, чищенные. Вот такие брюшки. Не жалеем, как бы, с мясом, чтобы было. Сделаем наваристый бульончик, ребята. Короче, решили заморочиться. Не просто так закидать, как обычно, все в банке и все там в собственном соку будет готовиться. Ну, она и так все там будет готовиться. Но еще решили вот немножко повыё. Ребята, наблюдаем, как Лариса Юрьевна мастерски обрабатывает рыбку. Нет, не мастерски. Мы уж не преувеличиваем. Ну, как бы ни было, все равно. В общем, кость мы вот эту центральную ложить туда не будем. Сейчас 2 тушки отделим. Но кожа будет присутствовать, да, Ларис? Да, конечно, она, я по чешую уже видела. Ну да.
Так что такие дела. Не знаю, 2 судачка, наверное, маловато будет. Но у нас, видите, ребята, Так не немножко. только же рыба там будет, там же у нас как суп. Конечно. Так что, мне кажется, будет достаточно. Судака кожа, шкура мощная, да? Так, ну это уже, ребят, непосредственно само филе судака. Как и сказал изначально, ребята, у нас сегодня праздничный выпуск с конкурсом. И совместно, ребята, с компанией Ханки, который приобретался данный автоклав в Фэнсалмине, решили сделать, ребята, приятный конкурс для вас, для моих зрителей. Списался с менеджером, ребята, далее подняли списки. В общем, все это по-честному, все это грамотно, ребята. В данный момент за 2023 год по моему промокоду Дрюня 3% приобрелось, ребята, 61 автоклав. Это только за 2023 год. Вот выведены списки, ребят, мне отправлено все. В общем, все фамилии, имя, отчество, когда был приобретен. В общем, это, конечно, круто, что 61 человек приобрели именно по моему промокоду. В общем, делается не все так просто, значит, все это грамотно, все это работает. В общем, ребята, конкурс будет разыгрываться именно с тех людей, кто приобрел автоклав по моему промокоду. 61 человек уже, ребята, участвуют. И у нас есть время, потому что сейчас очень часто писали: Андрюха, стоит ли брать, не стоит ли брать. И как раз на Новый год, ребят, со скидками, со всеми промокодами можно приобрести автоклав и также попасть в этот список участников в розыгрыше. Компания Ханки предложила даже на выбор, ребята, подарок: или автоклав, там, или резиновую лодку. В общем, очень много вещей. Но я так подумал, ребята, и мне очень понравился казан с печкой. Именно казан с печкой для готовки. Потому что, возможно, выиграет какая-нибудь женщина там или, там, не знаю, мужчина, но не рыбак. В общем, а казан с печкой подойдет всем, мне кажется. У всех есть дачи, кто-то живет вообще в деревне. В общем, ребята, если вы надумали сейчас заказать автоклав, заказывайте, ребята, автоклав, и тем самым вы попадаете моментально в список конкурса. Сегодня у нас 23 декабря. В общем, есть еще пару недель, даже больше. 9 января, после всех праздников, не я, ребята, буду выводить победителя, а именно ребята с компании рандомным образом выберут человека в прямом эфире. Ну, это мы потом публикуем, сообщу я. Ну, в общем, давайте, друзья, если кто-то захотел приобрести именно к Новому году, допустим, или что-то еще, есть у вас возможность залететь в хороший конкурс, ребята. Так что благодарю компанию, что предоставили от души. Давайте, ребят, всем удачи, участвуйте. Победитель, я думаю, будет сильнейший. Вот такой, ребята, будет у нас бульон. Наваристый, мне кажется, хороший. Поставили, ребята, бульон. Ну и, в принципе, наше филе уже, правда, на коже. Нарезаем тоже вот такими кубиками 2 на 2, там 3 на 2 примерно. Кстати, будет интересно, ребята, кто ловит хорошо судака, какие блюда вы готовите. Ну, как больше вам всем нравится, жареный или, может, уха нравится там судака. Знаю, что копченый он просто крутой. А вот именно как кто что делает именно с судака.
Было бы интересно. Так как говорю, у нас он редкий гость. Но я думаю, что половлю я его. Да, Юрина? Угу. Привезу домой, угощу. Ехаем дальше. Да. 1000 раз ребята уже делали различные вещи. И раньше мы раскладывали по банкам слоями. Допустим, снизу там морковка, потом рыба, потом лук. Сейчас мы, ребята, месим все в одно. Очень круто получается. И сразу здесь же и солим, здесь же и перчим. И добавляем еще какие-то различные специи. Ну, кто как любит. Судак порезан, овощи порезаны. В принципе, сейчас будем смешивать, солить. И делать, как говорится, массаж. По специям, Ларис, есть какие-то тут новшества интересные? Ты же у нас любишь Нет, заморачиваться? у нас будет только черный перец. Он с кориандром не смешанный. Мгм. Перчик. Да, копченая паприка и укроп. Немножко свежего. А сливки это потом в банки будем заливать? Да. Да? Ну и соль, наверное, да, еще? Да. Укропчик, ребятки. Ножнички. Ножички есть. Дрова эти тоже будешь ложить? Нет, я их не ложу. Все понятно. Запахло весной. На самом деле, ребята, у нас погода как весной. Да и у многих, смотрю, оттепель пошла. 1,5 недели назад у нас еще были 35-40 морозы. А сегодня +2. На улице тает все, оттепель. Погода прям классная. Можно снежки лепить. Ну, что-то смотрю, завтра, послезавтра уже начинают подмораживать. И опять же, погодка уже будет в минус 9, минус 10. Погнали дальше. Укропчик, ребятки, нарезаем. Запах, да? Классный. Свежий такой. Кстати, уху, ребята, вот эту бульон мы не солили. Чисто добавили в лаврушку и все. Там ничего не такого мы не добавляли. Ну и вот, в принципе. Сейчас перемешаем. Может, что-то еще добавим. Красота, ребята. Для чего когти нужны, ребята? Для чего? Просто так. Как эскалатор, короче. Кромсает там, понял? Да-да-да. Они для чего нужны, оказывается. Ну, ребята. Бульончик у нас закипел. Пенку уберем. Пена — это, друзья, белок. Свернувшийся белок. Так что, может, кто-то не знал.
Свернувшийся белочек. Ай, красота, ребята. Закладываем баночки. Не знаю, решили вот так, ребята. Получается, и все остальное у нас сливки будут, и будет у нас бульон. Ну, еще плюс здесь даст свой бульон. Все это дело, чтобы водичка тоже присутствовала. Все-таки делаем ухуже, правильно? Правильно. Соответственно, так, Мура у нас просит судака. Но она у нас, ребята, только просит, а рыбу она не ест у нас речную. Вот. Так, еще мы прикинули, ребята, по высоте-то все классно получается, а по ширине у нас 5 банок не залазит. Соответственно, снизу будет у нас 4 банки 780 и 5 сверху 500. Все правильно? Угу. Все правильно. Все, ребят, закладочка, зарядочка. Тут что-то ты мало положил. Да, ну что, снимаем. Ну, сейчас разложим, да. Я пока, ребята, заряжу наш многоуважаемый автоклав. Уже многоуважаемый, потому что, блин, ребята, вещь чудо, отвечаю. Вещь чудо. Фальш-дно. Ставим резиночку. Все очень просто. Просто до боли. Раз, и все. Сейчас добавим, ребят, 1,5 литра водички. И у нас автоклав готов к применению. Мы готовим на пару, не на воде. По времени сколько, Ларис, примерно будем? Полчасика держать? Да. Минут 40? Больше-то и не надо, ребят. Все. Примерно 1,5 литра. Ну, до фальш-дна я наливаю. Этого достаточно. Наберем температуру 120 градусов. Давление наберем 1,2 баррелей. И поддержим только тогда уже 40 минут, ребята. Ну, полчасика, 35 минут. У нас рыба что-то нежная, она готовится быстро. Так что вот такие дела. Вот такая красота, ребят, получилась. Смотрите. Сейчас мы добавляем сливочки в каждую баночку. Примерно на глаз. Сколько мы взяли, Ларис? Литр? По грамм 50, наверное, тут выйдет. И уже потом, ребят, зальем бульоном. Нашим бульончик уже подходит. Сейчас рыбку достанем. Лариса предлагает, давай, говорит, там все мясо достанем и в банки положим. Я говорю, нет, так съедим. Там пускай свое будет, головы вкусные. Там поковыряемся. А здесь уже пускай готовится. Вот это мы шаманим тут с Юриной. Вот такой, ребята, у нас будет финская уха. Кстати, мы частенько делаем в молоке рыбу, да, Ларис? Угу. Очень вкусно получается, ребята. Не знаю, может кто-то не пробовал, пробуйте. По коме. По коме, да. Картошка, рыба, молоко, ребята. И все это готовится в молоке. Кусочек сливочного масла. Вот можно вот укропчика добавить. Вот такая песня. Молоко как бы делает свой сливочный вкус. Вот такая, ребят, красота. Смотрите. Мне кажется, будет вообще бомба. Угу. Готовая уха, ребята, реально. Судака. Да.
Большую рыбу покупать не надо, а так открыл, да? Да, С охотки. вообще. На раз сделал и доставай, Да. когда хочешь. Хлеб подрезал, ребята, все. 100 граммчика налил. Хочу уху, Разогрел. хочу рассольник. Да, хочу разогрел. борщ. И все. Вся любовь. Всё. Все, ребята, сейчас стерилизуем крышечки. Баночки у нас, естественно, тоже кипяточком отдаты. И закрываем, и все, в автоклав. Крышки, друзья, используем только новые. А уже которые использовал, мы их не ставим. Потому что они могут подвести. Только новые. Как бы на этом не экономим. Мне кажется, и не надо экономить. Заряжаем, ребята, заряжаем. Так, вот как и договаривались, ребята. На 2 персоны. Это у нас эксперимент. Так, и вот получается у нас должно... А что, все четко, ребят, смотрите. Так что его еще можно использовать и под 700. О, Класс, да? Ларис? Все, ребят, закрываем, затягиваем и на огонь. Все по старой схеме. Все, запаливаем. Пока автоклав закипает, ребята, на улице у нас апрель. Офигеть. Конец декабря, ребята, да, а у нас плюс 2 градуса, блин. С крыш снег падает, капается, тает. Самое, что неприятно, что через 2 дня будут минусы, ребята. И это будет прям жесткий наст. Но одно скажу, ребят, по сезону. Тех, у кого есть снегоходная техника. Это вот именно будет, так сказать, подушкой. И следующие снега, ребята, они уже будут такие себе. Просто были зимы, что очень много снега, и кто бы что ни говорил, 600 у тебя там, или там какой-то мощный снегоход, тонули все, ребята, потому что не было вот этой подушки. А снег был такой рыхлый, он был метровый и рыхлый, и, в общем, техника просто тонула, ребята, до земли, прокручивая гусянкой, просто под себя выгребала снег. А вот это, ребята, станет подушкой уже, и последующий снег будет выпадать, и уже будет более-менее. И техника не будет так тонуть, как нежели, допустим, вот как какие-то года были. Так что, с одной стороны, это тоже неплохо. Кайф. Блин, апрель месяц, ребята. Завтра, скорее всего, поедем с девчонками на озеро. У нас воскресенье, выходные. У меня стоят жерлицы, ребят, 2 суток уже не проверены. Поедем, ну, наверное, у болта их, поедем мы на озеро. Просто прокатимся, возможно, что-нибудь возьмем, мангальчик, приготовим, посмотрим, в общем. Так что, ребят, класс. Ребятки, доброе утро. Ну что, рассветает он на улице. 8 утра, начало 9, только-только рассветает. Вчера оставили, ребята, в автоклав в ночь, подержали 30 минут, полчасика всего лишь. Давайте посмотрим, что получилось. Опа! Ну что, Лариса Юрьевна, что думаешь, все у нас получилось? А что не получилось? Получилось. Давай сорву.
Так. Опа. Вот такая вещь. Смотри. Еще теплая. Слушай, сливки, видать, свернулись, да? Может, просто подогреть их надо, как суп? Ну да, ну сейчас мы откроем, посмотрим. Так-то все классно выглядит. Судачок-то наш. Ну все, нормально, без потеков, без ничего. Новые крышки, ребята. Сколько раз вам говорю, что используем только новенькие. У нас 4 банки 780 грамм, как Лариса сказала, на 2 персоны. И 5 банок на 500. Так, ну что, сейчас вылью воду, ребята, и попробуем. Та-дам, ребята. Да, ну, Ну, слушай, есть, да? Как бы бульон-то все равно есть. Ну, так скажем, уха не особо уха. Ну, что, если скажешь, что это у нас такое получилось? слушай, как первый, второй блюдо Ну, пойдет, да-да-да. Ну-ка. в принципе. Ну все, разварилось, что, пробуй на соль, на вкус. Саму рыбу. Нормально получилось. Да? Угу. Короче, уха такая, она густая. Да. Зато наешься. Угу. Пробуй сам. Давай. Сейчас я, ребят, попробую. Дочь, будешь попробовать? Ну да, интересно. Рыбку захвати. Прикольно, ребята. Классно. Ну, знаешь, судак здесь непонятно как бы. Ну, чувствуется, что не щука 100%. Приятная рыба. Да, приятная рыбка, ребята. Попробуй. Нормально, ребята. Ну, что мы планировали, получается, не получилось. Мы хотели, чтобы у нас был бульон. Водичка, конечно, присутствует, ребят, видите, но она прям такая сытная. С хлебом поесть. Ну, согреть, мне кажется. Тот же самый суп, просто густой. Как-то так, да? Ладно, братцы, что, у нас расцветает, мы с дочей едем на озеро проверить жерлицы. Напоминаю насчет конкурса, ребята, 61 участник уже участвует. У нас есть время до 9 января. При заказе любого автоклава вы автоматически попадаетесь в конкурс. Компания предоставляет классный подарок — казан с печкой. Ну а так, всех с наступающим, ребята. Здоровья. Готовьте сами. Это очень круто. Все, всем пока.